просто выносит. И перед нами картинка из татарского журнала. И там как бы про Булгар ничего нету, на самом деле, но там есть этот сюжет. Автор книжки «Пожиратели мертвых». И поэтому как бы мы обращаемся сразу к вопросу, да? Что тогда считается алкоголем? Любой ли напиток как бы сам по себе алкоголь. И логика очень простая. Вот я сейчас говорю не с позиции как бы человека религиозного, да, чтобы было понятно. Здесь есть как бы и другая сторона, как вы понимаете, этого вопроса. Не просто очевидно, она там была повалена, особенно среди высших чингизидов. Это напитки, которые произведены без горячего брожения. В 18 веке застали вот эту вот полемику, они в свое время приняли разные решения. И то же самое было с кумысом. Из других местечков, да, местечек, она уже не была столь важной. И он там прямо себе пишет. В этом, он ироничный человек был, Александр Иванович. И он говорит, и вот, говорит, Магомету нечего возразить. Перед ним, говорит, не алкаш, а больной человек. Да, и вот здесь как раз он пишет о том, что тогда, вот, в принципе, вот эти вот все настойки коньяки первые, которые здесь видно продавать, они, в принципе, настаивались на какой-нибудь душице. А, допустим, журнал «Шурап», он, в принципе, в риторике переходит, он с этими вот оевропеившимися татарами, и Мороз застал, там, значит, 8 путников, 12 путников, по-моему. И, значит, чтобы там, это, значит, и вот эта вот байка, в принципе, ну, то есть байка, не байка, я уж, конечно, не знаю, то есть сейчас никто не вам не скажет, будешь пить, и ты замерзнешь. Ну, то есть, в принципе, тот же насихат, только уже немножко в другом контексте. Это такая вещь вполне практичная.